Hosanna, Gloria. Hallelujah, Hosanna, Gloria. Hey, 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 Hallelujah, Hosanna, Gloria. Аллилуйя. Шалом, дорогие друзья, мир и благодать вам от Господа нашего Иисуса Христа. Хаг Самеах, с праздником. Сегодня в Израиле второй день праздника Шавуот. Это один из трех основных, главных праздников Израиля. Праздник, в который правоверному иудею предписывается совершить обязательно паломничество в Иерусалим. 3 праздника есть таких для иудеев, в которых они обязаны совершить паломничество в Иерусалим. Это Песах, это Шавуот и это Суккот. Песах мы празднуем освобождение из египетского рабства. В христианской это праздник называется Пасха. Ну, Песах, Пасха то же самое. И оно, правда, означает уже выход не столько из египетского рабства, сколько от рабства греха. Через веру, естественно, в искупительную жертву Иисуса Христа. И третий праздник, который мы празднуем сейчас, в эти дни, это Шавуот. Вернее, второй праздник это Шавуот. Пятидесятница в христианской традиции. Шавуот означает в еврейской традиции это день дарования Торы или праздник первых плодов еще. В этот день евреи пожинали первые плоды, и они получили Тору от Моисея. Моисей получил от Господа Тору на горе Синай. И вот сегодня праздник в христианстве, день Пятидесятницы, это день, когда первая церковь, Иерусалимская церковь, она получила Духа Святого. Да, чувствуете аналогию? Евреи получили Слово, христиане получили Духа Святого. И третий праздник Шавуот, который мы празднуем сегодня, это праздник, Шавуот, да. И третий праздник, Шавуот мы празднуем сегодня, а третий праздник будет дальше. Этот праздник будет Суккот. Осенью, да, по-моему, Суккот. Суккот это
или праздник Кущи, как он назван в Библии. Это праздник, когда евреи делают кущи или суки, шалаши, в которых они живут в течение недели. Когда этот праздник происходит, они живут в течение недели. И этот праздник означает, что мы есть странники, пришельцы в этом мире, поэтому мы не должны привязываться к нашим земным домам, ни к чему земному. И в христианстве этот праздник, как бы его нет прямой аналогии, но косвенная аналогия есть, например, в августе празднуется День Преображения Господнего. Или праздник жатвы, благодарения за урожай еще. Ну, сегодня Шавуот у нас. Евреи едят молочные блюда, празднуют день дарования Торы. Есть такой даже отдельно праздник Симхат Тора, радость Торы называется, но это как бы входит в Шавуот. Но христиане празднуют сошествие Святого Духа, а мессианские евреи, они празднуют и то, и другое. И день дарования Торы, и сошествие Духа Святого. Слово соединяется с Духом Святым. Это есть искомая вещь. Вот и сегодня мы поговорим с вами, друзья, о Боге, как и все эти эфиры «Время с Господом», которые я провожу вот уже некоторое время. На этих эфирах мы прославляем Господа, входим с Ним в тесную, близкую связь, приглашаем Его. И потом на этих эфирах мы с вами читаем Библию и разговариваем, размышляем о Боге, о путях Господних в мире. Это есть время с Господом. Итак, Хаг Самеах, с праздником Святого Духа, с праздником Шавуота, с праздником дарования Торы. Отец дорогой, во имя Иисуса просим Тебя, сойди на нас сейчас, наполни нас радостью Твоей и миром. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем Царя царей, Господа господств. Мы приглашаем Христа воскресшего в этот эфир. И мы ждем радости от Тебя и силы Духа Святого. Мы ждем Твоих даров, Господь, Твоих ништяков, Твоего мира, который даешь Ты нам, и который превыше всякого ума, превыше всяких обстоятельств, Господь. Мы уповаем на Тебя. Будь среди нас, Господь, поднимайся в нас и не сходи на нас свыше, о Дух Святой. Будь среди нас, поднимайся в нас, о Господь, изнутри, поднимайся во мне и не сходи на меня свыше и извне, ибо Ты, Господь, Бог всего, Ты внутри и Ты дальше снаружи, Ты везде, Ты есть Альфа и Омега,
И ты все тебе известно заранее. Еще до того, как ты сотворил мир, ты создал его план. И ты все знаешь, чем начнется, чем закончится, и какими путями ты достигнешь того, чего ты хочешь достичь, а ты этого обязательно достигнешь. Славим тебя, Господь, мой Бог и наш Царь, Спаситель мой. Милости просим Твоей, Господь, и Твоего присутствия ищем. Настраиваем себя на Твою волну, на волну Духа Святого. Я недавно был на работе, вчера или позавчера. Одна из моих работ, я ухаживаю за престарелыми. Вот я вышел с престарелым одним человеком, с Давидом, которого я опекаю. Мы вышли на набережную погулять вместе с ним, сели на лавочку, а на лавочке сидела женщина, пожилая женщина. Ну, мы поздоровались, естественно, немножко поговорили. И она сказала такую вещь. Когда мы прощались, она вышла, встала, ей надо было идти, она сказала, что, не помню дословно, но суть ее слов была в том, чтобы мы хорошего вам зрения. То есть человек желает видеть доброе в этой жизни. Пожелал нам видеть доброе в этой жизни. И она до этого говорила на эту тему, она говорила так, что все зависит от глаз человека, что человек видит. А вы знаете, что каждый человек воспринимает мир иначе, чем другой. А если бы это было не так, если бы мы все одинаково воспринимали мир, мы бы ничем не отличались друг от друга. Но люди разные. Человек смотрит на мир через призму духа, в котором он находится, через призму своего сердца. Вот, например, есть такие выражения. Он смотрит на мир через розовые очки. Что означает это выражение? Оно означает, что человек смотрит на мир через иллюзии. У него все у него розовенькое. Но рано или поздно эти иллюзии, как и всякие иллюзии, они разбиваются, они заканчиваются разочарованиями. Да? Разочарованиями заканчивается всякое очарование. Да? Кто-то смотрит на мир, наоборот, через черные очки. Все в негативном свете. Как правило, внутри него живет этот дух противления, дух горя, какой-то дух ожесточения, да? Крайний дух неверия. И все это человек воспринимает через призму зла. Зло пустило горький корень в его сердце. И существует масса видов этих оттенков, этих очков. А самые лучшие очки – это очки Духа Святого, когда Дух человеческий пребывает с Господом. Он пребывает с Господом, и он воспринимает этот мир так, как видит его Господь. Это возможно, если человек настроен на Бога. Я написал как-то такое стихотворение, Дух Святой мне сейчас напомнил. Повстречался раз мне на одной из дорог
кто? Вы только подумайте, сам Господь Бог. У него я спросил, где находишься ты? Вне меня? Или ты обитаешь внутри? Он ответил мне так. Обитаю я в том, кто меня в свое сердце пустил, как в свой дом. Чьими глазами на мир я смотрю, языком говорю и рукой повожу. И кто любит меня больше всех остальных, от меня получает любовь за двоих. Как тебя полюбить? У него я спросил, он всего лишь воды у меня попросил. Он всего лишь воды у меня попросил. Он всего лишь воды у меня попросил. Это стихотворение было дано мне свыше 30 лет тому назад, когда я пришел к Господу. Я это стихотворение не понимал несколько лет, пока Дух Святой мне не объяснил его, потому что Дух Святой мне его дал, он же мне его объяснил. Почему попросил Бог меня воды? Потому что Бог хочет нас вовлечь в свою историю. Ведь Он нас сотворил для того, чтобы сделать подобным себе. И Он нам дал свой образ, когда Он сотворил нас в чреве матери. Дал свою душу, дал свой дух. Но подобие, по образу и подобию сотворил, написано. Подобие мы обретаем Божье. Мы обретаем тогда, когда выбираем Бога, приходим к Нему, примиряемся с Ним и начинаем следовать за Ним. И вот тогда Бог делает нас подобными своему Сыну Иисусу Христу, подобными, и учит нас. И когда мы говорим Богу «да», мы учимся смотреть на мир Его глазами, делать Его дела, Его силы, но своими руками, ходить за Ним Его силой, но своими ногами. И смотреть на мир, соответственно, через Его взгляд, через Его очки Духа Святого. Вот эта женщина пожелала нам глядеть на мир, видеть мир глазами Божьими, через призму добра. Почему добра? Потому что Бог благ. Все, что Он совершает, это есть благо. И для нашего блага Бог допускает. И зло в том числе. Об этом сказано в Библии. Ну, мы тут подошли к теме нашей. Но я предлагаю сейчас прославить Бога, пока попеть для Него, и потом вернуться к этой теме и поразмышлять над ней. Значит, для чего нам нужно, как правило, все мои эфиры начинаются с прославления Господа. Для чего? А вот для того, чтобы человек настроился на Бога, призвал Бога, и Бог сошел. Бог живет среди славословия, когда мы Ему поклоняемся, когда мы Его благословляем, когда мы Его ищем, более широко возьмем. Тогда что происходит на самом деле? На самом деле мы настраиваем себя, свой прибор, свое сердце, как ручку крутим, ручку радио, ручку приемника, настраивая на определенную волну. Мы настраиваем себя на Бога. И после того, как мы себя настроили на Бога, мы призвали, мы почувствовали, что Бог сошел на нас. Да, Бог внутри каждого из нас. Это так.
даже неверующих. Он живет, мы им живем, движемся, существуем. Но для полноты нужно, чтобы он поднялся в духе нашем, и чтобы он сошел сверху. Потому что Бог как внутри, так и снаружи. Для полноты нам нужно войти в Его присутствие. И вот войти в Его присутствие тоже можно с разным успехом. Можно как бы только зайти по щиколотку. Как пророк Иезекииль заходил в реку, текущую из-под ворот храма. Он зашел по щиколотку. Потом он зашел по колено, потом по пояс, потом по грудь, потом по шейку. Потом он потерял почву под ногами и поплыл. Это все о разных уровнях вхождения в Дух Святой, в Бога. Одно дело зайти по щиколотку, а второе дело поплыть уже туда, куда тебя влекет Дух Святой. Но как раз чудеса и знамения случаются тогда, когда мы начинаем плыть в Духе Святом. И Дух Святой начинает работать через нас. Но вот чтобы достичь этого, это достигается через молитву. Это достигается через прославление Бога. И поэтому эфиры свои я начинаю прославлением Господа. Я вхожу в него и вас вовлекаю, кто хочет идти, двигаться в русле поклонения, вас вовлекаю в присутствие Божье. И вы тем быстрее вовлекетесь, чем больше примете вот это все, что происходит в прямых эфирах, к сердцу, начнете Господа тоже прославлять. Не обязательно этими же словами, не обязательно этими же песнями. Можете вообще переключиться на автономный режим и просто войти в поклонение, как Дух вас поведет, как Дух Святой вас поведет. Но для начала мы призываем Бога, имя Его, Иисус Христос. Мы просим, приди. Иисус Христос, мы просим, сойди на нас. Открой наши сердца, открой наши глаза, открой разум наш к пониманию Тебя и сойди на нас, о Дух Святой, сладостный Господь. Сладостный Иисус, сладчайший, о Дух Святой, Ты прощай сейчас наши прегрешения, Ты омывай наши одежды в крови Христовой, в вине Господней. Ты очищай нас, Господь, чтобы мы предстали перед Тобой в брачных одеждах, чтобы мы взошли на пир. Каждый, кого Ты приглашаешь, мы посвященные в Твои тайны, Господь. И благодарим Тебя за все Твои тайны, которые Ты нам открываешь. Что этот мир есть пир Твой, аллилуйя, брачный пир Агнца, где Ты сеешь свое слово, и Ты пожинаешь его плоды, где Ты выбираешь себе учеников, и Ты подготавливаешь этих учеников, и Ты взращиваешь их до полной зрелости Христовой, до совершенства. О, знающий добро и зло, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, Осанна, аллилуйя, Осанна, славим Тебя, славим Тебя, аллилуйя, Амашиах, Осанна,
славить Тебя, Господь, прославляю я Тебя. Аминь. Аллилуйя. Амашиах. Пой, аллилуйя, Господу. Аллилуйя, Господу, аллилуйя, пой, аллилуйя, спевай, аллилуйя, sing, hallelujah to the Lord. Иисус Христос, Спаситель наш. Иисус Христос, Спаситель наш, да, Он Господь наш Царь. Иисус Христос, Господь, Иисус Христос, Господь, Иисус Христос, Спаситель наш, Машиах наш. Иисус Христос, Господь,
на твою святую гору. Здравствуйте, здравствуйте, Натуся. Где живет слава твоя, вечная любовь? Поднимаемся на гору Господню. Я взойду на твою святую гору, на твою святую гору, где течет слава твоя, вечная любовь. Вешамаим хомаэш צלילה אני מרגיש זאת בגופי ברוחי ונשמתי. אדמה שמיים חום האש צלילה אני מרגיש זאת בגופי ברוחי ונשמתי. Земля и небо соединились, вода с огнем соединились. Я это чувствую внутри, о мой Господь, себя я взойду на твою святую гору, на твою святую гору, где течет слава твоя, вечная любовь, где течет слава твоя, вечная любовь. Вознесу букет своей любви, вознесу букет своей любви, воскурю фимиам тебе, царь Машиах, воскурю фимиам тебе, царь Машиах. Господь, слава, аллилуйя. Мы приглашаем Тебя, Иисус, Царь Господь, слава. Царя царей приглашаем. Иисус наш Спаситель, слава. Наш Мессия, слава, аллилуйя, Иисус, наш Мессия, слава.
Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Да, это так, истина. Милость Твою Ты превознес над судом. Ты возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом. Ты возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня, Ты оправдал, освободил от вины, от беды. Ты спас меня и оправдал, освободил от беды. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. О, милость Твою Ты превознес над судом. Ты возлюбил меня, Ты ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей провозглашаю, полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом. Ты возлюбил меня. Верующие в Иисуса Христа на суд не приходят, но перешли из смерти в жизнь вечную. Ты спас меня и оправдал, освободил от беды, от вины. Спас меня, оправдал. Кто из вас, друзья, еще не примирился с Богом, я приглашаю вас это сделать. Это сделать очень просто. Бог ждет просто от вас вашего решения. Неважно, где вы находитесь, дома, в церкви, на улице, отдыхаете на пляже или делаете что-то еще, вы можете молиться всегда. Примириться с Богом просто. Для этого нужно две вещи. Первое – это осознать, что ты без Бога живешь, что тебе нужен Бог, и пригласить Его в свою жизнь. И Бог вам даст покаяние. Осознать, что ты живешь как-то не так, попросить прощения и пригласить Христа как жертву искупления в свое сердце, в свою жизнь. Он не зайдет, если вы не попросите, друзья. Он не зайдет. Он джентльмен. Он без спроса не входит. Он без стука не входит. Он без вашего согласия не входит.
даже несмотря на то, что он знает, что он принесет вам только благо, спасение. Но вы его должны пригласить в свою жизнь. Вы должны его пригласить. Вот как я каждый раз, я уже 30 лет как верующий, но каждый раз, вот я когда беру гитару или открываю прямой эфир, веду, я приглашаю его. Почему? Потому что каждый день его надо приглашать. Каждый день у нас остается свобода выбора, как жить, с ним или без него. Делать дела его или делать дела свои. Каждый день этот выбор. И каждый раз мы это можем сделать либо без него, либо с ним. Но с ним гораздо лучше. Река жизни, несущая нас, благо подари, благо сотвори для нас. О, ты наш Господь, ты есть святой, Создатель наш, ты создал нас для славы своей, благо сотвори, о, нас научи, Господь. Как сладостно петь для тебя, славить тебя, тебя прославлять, хвалить. Сладостно духу моему, аминь, аминь, аллилуйя. Славить тебя, Иисус, бесконечно петь тебе легко, в духе твоем, Господь, святом. Бесконечно петь тебе хорошо, есть благо соединяться с тобой. Аминь, аминь, аллилуйя. Все мелодии ты создал. Аллилуйя, Осанна, аллилуйя, Ошанна. Поклоняюсь я тебе. Благодарю тебя, благодарю тебя за все, Господь. Благодарю, Иисус, благодарю тебя, благодарю тебя. За все, Иисус, благодарю. Вся слава, вся сила, вся честь тебе. Вся слава, вся сила, вся честь тебе, аллилуйя, Осанна, обоучение, поклон тебе, Божий Сын, наш Спаситель, Дух Святой.
Ты принес легкость, ты принес радость, ты принес свободу, ты принес мир, глубочайший мир, который проистекает изнутри сердца. Я благодарю Тебя, Иисус. Аллилуйя, 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 Тебя благодарю, мой Бог, за все. Аллилуйя, 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 аминь. Вся слава, вся сила, вся честь Тебе. И возгремит Господь гласом славы своей, и среди ночи высокой и возгремит Господь гласом славы своей, и среди ночи весть обретешь, взойти со свирелью на гору Его, и славу Его ты там найдешь. Он есть сильный Бог Израиля, сильный Бог Израиля. В слове Его сила жива, Он есть сильный Бог Израиля. Слепые глаза свет увидят в ночи, глухой услышит музыки зовут, запляшут хромые, как царь Давид, немые уста да воспоют, что есть сильный Бог Израиля, сильный Бог Израиля. Слово Его сила жива, сильный Бог Израиля. Он есть сильный Бог Израиля, сильный Бог Израиля.
говори. Аллилуйя. Аллилуйя. Сердце не угаснет, священный огонь будет стремиться еврейская душа. Будет стремиться к востоку на Сион, землю отцов, что Бог нам обещал. Надежда освещает путь. Мы 2000 лет ее храним, станем мы снова народом свободным на Сионе, Иерусалиме. Надежда силы дает, свет увидел избранный народ. Стали мы снова народом свободным на Сионе, в Иерусалиме. Но только пока в небесном Иерусалиме, который спускается медленно с небес на землю, так медленно, как Господь устанавливает на этой земле свое царство. Медленно, постепенно оно должно созреть, вызреть, как плоды на деревьях. Должно пройти много тысяч лет. Это уже прошло 7000, да? Нет, 7000 не прошло, 5000. По еврейскому календарю 5700, там сколько-то, не помню. Чтобы Царство Божие созрело и на этой земле, так как оно есть на небе. И вот когда Небесный Иерусалим спустится на землю, станет земным Иерусалимом, когда придет Машиах, которого ждут евреи, для христиан это будет уже второе пришествие, для евреев первое, поскольку первого они не узнали, в первое его пришествие евреи его не узнали, взяли, схватили, распяли, убили, а он взял и воскрес, и создал церковь. И эта церковь заквасила всю землю, и Господь грядет скоро со своими судами, и уже сейчас фактически мы живем во времена великой скорби, я так думаю, суды Господни, и вот уже пришествие Господа близко. Сейчас проходят суды Господни, где Господь судит тех, кто в Него не верит, и судит тех, кто в Него верит неискренне, ложно, не ходя Его путями, не следуя за Ним формально. Ну, то же самое, как Иисус пришел 2000 лет назад в Иерусалим, обличал книжников и фарисеев, говорил, что вы извратили пути Господни, вы извратили заповеди, за что они его не взлюбили, в конце концов распяли. Так и сейчас, во втором пришествии, Господь судит вначале церковь, Дом Божий, ибо время начаться суду с Дома Божьего, потом судит народы, ведь это связано, церковь связана с народом, священники связаны с народом.
Сначала Господь судит тех, кому больше дано, священников, судей. Потом Он судит всех остальных. Но тот, кто верует в Иисуса Христа, верует по правде, всем сердцем, всем существом своим, он на суд не приходит, потому что ему Бог с ним не судится. Бог судится сейчас с Израилем, потому что они не приняли Машиаха. Да, Бог судится с Израилем. Для этого суда Бог привел евреев по своему обещанию со всех концов земли, после Галута, в землю обетованную, где Он будет судиться с евреями. И откроет им Машиах, как об этом пишут пророки, Захарьягу в частности. Пророк Захария. Но Бог судится не только с Израилем. Бог судится со всеми народами. Сейчас идет война на Украине, Бог судится с Украиной. А какие суды ждут? Пророки говорят, многие пророки уже говорят, с разных континентов. Суды ждут Европу, суды ждут Америку. Суды очень серьезные. Вплоть до ядерной войны. Гражданская война. Как Бог судит Украину? Допускает гражданскую войну, потом войну межгосударственную. Так мы подходим к теме, которую Господь открыл мне, в частности, и я хочу с вами поделиться, что Бог есть Творец добра и зла. Вы знаете, это фраза из Библии. Я вам процитирую чуть ниже. Но многие христиане, что удивительно, со мной не согласятся. Если ты скажешь, что Бог Творец добра, они скажут аминь. Если ты скажешь, что Бог Творец добра и зла, не все скажут аминь. Многие не скажут. А если ты скажешь, что Бог Творец зла, то вообще никто не скажет. Аминь. Хотя, то есть истина, хотя все три фразы истины. Бог Творец добра, амен. Бог Творец добра и зла, амен. Ну, естественно, Бог Творец зла, амен. Вот удивительно так, да? Я это взял не из головы своей, это Господь мне открыл из Библии, чем я с вами поделюсь, и также Господь мне это открывает в моей жизни практической, жизни с Богом, когда Бог допускает в жизнь верующего человека, и в данном случае вот я как выступаю как верующий человек, Бог допускает в жизнь то, что я называю злом, и то, с чем я не согласен. И у меня был такой долгий период, когда я пришел к Богу 30 лет назад, потом я пришел к Богу дома, потом я оказался в церкви харизматической. И вот в харизматической церкви я первый год я ликовал, радовался, что обрел духовных братьев и сестер, а во второй год мне Господь стал открывать кое-что неприличное, что творится в этой церкви. И Господь дал мне слово, которым я поделился из Библии, после чего я стал гоним. И после этого мне угрожали, братья верующие угрожали. И я ушел с малодушеством, ушел. И потом я где-то лет 10 восстанавливался, потому что рану мне большую нанесли. Я не ожидал, что так это, мои слова так будут, такая болезненная реакция. И обида у меня была не на этих братьев и сестер. Ты на Горбачева похож. Но я не он. А то, что похож, мы все друг на друга в чем-то похожи. Так, читаю чат, буду читать чат, да, спасибо за напоминание. Вот, обида у меня была на Бога. Вы знаете, была обида где-то лет 10. Хотя я продолжал делать дела для него, мы там создавали клуб один, Цитро, я об этом книгу написал,
общин, по сути. Обида была, тем не менее, я как бы судился с Богом, я не мог понять, ну как Бог, любящий Бог, потому что я знал Бога как любящего, исключительно любящего Бога. Как Он вообще посмел допустить со мной такое зло? В меня это не вмещалось, в мое понимание не входило. Ну как так? Вот со мной так поступили. Из-за чего? Из-за того, что я послушал Тебя, Господь, и сделал так, как Ты просил. И Ты дал мне такие испытания, что меня выгнали, оклеветали меня, оскорбляли, да еще и травили, да еще и братков на меня угрожали наслать. И я лет 10 зрел к тому, чтобы принять, что это от Бога. Бог мне открывал, что бывает с пророками, да, что побивают порой, бывает пророков, и убивают, так что мне еще повезло. И что многие даже думающие, что они тем самым будут гнать вас, думая тем самым, что они тем самым служат Господу. Вот такие вещи, это так сказано в Библии. Бог это допускает. И вопрос, конечно, у меня возник, почему Господь допустил зло в моей жизни. И я с этим вопросом долго-долго носился. И Господь мне показывал на примерах моей личной жизни, что человека порой нужно наказать, если он не слышит. Вот Бог призывает что-то делать. К чему-то призывает человек, а человек не слышит. Раз, второй, третий. Человек грешит, естественно. И Бог наказывает. Конечно, в Библии написано так: Бог, кого любит, того наказывает. Наказывает же всякого сына своего. Никто не остается без наказания. Ну, когда человек младенец, естественно, он эти наказания не получает. По аналогии с физическими младенцами, они какают, писают, делают зло, но их же за это не наказывают. А когда человек уже способен воспринимать вразумление, наставление, а идет против, тогда он его уже наказывает. Что такое суды Господни для верующих? Это могут быть болезни, разного рода неприятности. Зарплату не вовремя задержали, к примеру. Куча разных. За всем стоит Бог. За всем в нашей жизни стоит Бог мелочения. Бог допускает, конечно, иногда к нам сатану. Так как Он допустил сатану к страдальцу Иову. Помните, книга Иова, в Библии есть такая. Сатана у него все забрал. Детей умертвил, имение забрал, здоровье забрал, все забрал. А жена говорит: похули Бога, жена Иова, и умри. А Иов говорит: нет, если добро мы от Бога принимаем, почему мы зло не можем от Него принять? То есть Бог понимал этот закон, что Иов понимал этот закон, что Бог творит и добро, и зло. Бог творит и добро, и зло. И для чего Он творит зло? Для блага. Для блага. Я вам приведу пару мест, пару мест. Какое благо возле, вы спросите? Приведу пару мест из Библии. Вот в частности, Танах, Библия, Ветхий Завет, пророк Исаия, Ишиягу, Ишая по-еврейски, 45 глава, 7 стих. Вот я перевожу с подстрочника, то есть с иврита. Масад Рав Кук переводит. Ну, в русском оригинале оно также звучит. Я создаю свет и творю тьму. Делаю мир и навожу бедствие. Я, Господь, совершаю все это. В оригинале сказано: Яцар Ор в Боре Хешех. Создаю свет и творю темноту.
Осе делаю шалом, делаю мир, вебуре, ра. И создаю ра. Ра это в иврите одно слово может означать и прилагательное, и существительное наречие. Прилагательное ра. Плохой, нехороший, порочный, дурной, злой, зловредный, вредный, ближний. Наречие плохо, нехорошо, дурно. Существительное худо, беда. Видите, много знамен. То есть Бог творит бедствие, Бог творит зло. Фактически. Как так, вы скажете, Бог творит зло? А для чего Бог творит зло? Так, сейчас я хочу вернуться. Вот. Для чего Бог творит зло? Для блага. И что дает зло человеку? Давайте почитаем еще немножко Библии, потом еще порассуждаем. Вот возьмем мы, к примеру, книгу Бытие. 3 глава. Вы помните, в этой книге речь идет о том, в первых главах, что Бог сотворил человека, Адама и Еву, насадил их в Эдеме, в раю, поселил их, и насадил там 2 дерева, древо жизни, древо познания добра и зла, с которого Бог сказал не кушать. Ибо вкусив этот плод, вы смертью умрете. Добро и зло. И вот дальше, когда Адам вкусил этот плод, вот что сказал Адам. И сказал Господь Бог, 3 глава, 22 стих. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Как один из нас. О ком речь один из нас? Бог один, да? Почему он говорит один из нас? Очевидно, что Бог живет в мире духов. И на самом деле Бог один, но есть такая модель Троицы. Он один в 3 лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Один из нас, говорит Бог, знающий добро и зло. То есть вся Троица, Бог знает добро и зло. И человек, вкусивший зло, тоже стал как Бог. Он уже знает добро и зло. И дальше Бог говорит, и теперь как бы не простер он руки своей, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Почему? Один, как один из нас, должен быть изгнан. Ведь он же знает зло, как и Бог знает зло. Почему он должен? Очевидно, ответ таков, что Адам еще не научился побеждать зло добром. Он еще не научился различать добро и зло. Адам был фактически наивный мальчик, не знающий зла, наивный романтичный мальчик. Почему его так легко было сатане свести, соблазнить? Еву, потом Адам. Наивные люди, которые всему верят, всему доверяют. Пришел плохой дядя, сказал плохое слово, они взяли ему, поверили. Почему? Потому что они вообще не знали, что есть такое зло, что можно обмануть. Итак, Бог допустил зло к Адаму. Бог сотворил зло и допустил его к Адаму. Для чего? Для того, чтобы Адам стал совершенным. Но совершенство просто так не дается. Когда совершенство – это плод. Подобие Богу – это плод. Теперь человек должен, познав зло и добро, научиться отличать одно от другого, чувство навыком
опытом привести к развлечению добра и зла и научиться зло побеждать добром. Иосиф пишет, 10 заповедей – это не послание Божие, многовековой опыт мудрецов, 10 заповедей верю, а все остальное нет. Значит, Иосиф, хорошо, что вы верите в 10 заповедей, но вообще то, во что вам верить, это определяете вы. Если вы будете искать Бога, чем больше вы будете искать Бога, тем больше Он будет давать вам откровений, в которые вы будете верить. Сейчас вы верите в 10 заповедей. Слава Богу за вас. Но вообще 10 заповедей – это только часть того, что Бог сказал Моисею. Бог дал Моисею закон. Евреи говорят устную Тору, письменную устную Тору. И на самом деле заповеди 613. Но верьте хотя бы в эти 10. Даже если вы будете в две главные верить, этого достаточно для спасения. Первая заповедь – любить Господа, Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, всем существом своим. И ближнего своего люби, как самого себя. Этого достаточно. В этих заповедях заключен весь закон, как пишет апостол Павел, и пророки. Но главное, вы должны понять одну вещь. Эти заповеди Божьи. А это значит, что вы, как человек, не можете их исполнить сами. Даже одну заповедь вы сами не сможете исполнить так, как этого нужно. Например, не прелюбодействуй заповедь. Вы, может быть, сохраните себя от того, чтобы прелюбодействовать, но мысли свои вы не сохраните, вы будете, может быть, вы желаете в мыслях. А Иисус говорит, даже если ты в мыслях захотел женщину, ты уже согрешил. Поэтому заповеди вы можете исполнить только силой Божьей. А для того, чтобы их исполнить силой Божьей, облечься силой Божьей, надо общаться с Богом. Надо проводить время с Ним, познавать Его, воздавать Ему хвалу, соединяться с Ним в один дух. Итак, продолжим наше размышление. Кто с тобой в Бог? Да, я правильно вас понял. Бог – это тот, кто и тебя в Бог толкнет, подтолкнет и накажет, как я уже говорил, и утешит. Так и написано. Бог наносит раны, и Он же утешает, исцеляет эти раны. Так для чего Бог допустил зло? Бог допустил зло для того, чтобы сделать человека совершенным. А это возможно, дать ему мудрость. А это возможно только тогда, когда человек встретится со злом и опытом приобретет навык к развлечению добра и зла и научится побеждать зло добром. Вы не можете побеждать зло добром, если вы не встретитесь со злом. Это же понятно, это логика. Есть в христианстве, я знаю таких людей, которые учат о том, что Бог не делает зла. Бог не творит зла, Бог только одно добро. Но эти люди мне напоминают плоских, одномерных. Они не понимают, что происходит с ними или с их страной. Вот, например, началась война на Украине. И что большинство христиан, что, как вы думаете, стали искать Бога? Насколько я вижу, они стали хулить Россию. Россия агрессор, Россия зло. Потому что они не понимают, что Бог творит зло тоже, что это Бог допустил эту войну, что это Бог велел Путину напасть на Украину. А за что? Вот прежде чем что-то со мной случится, или если со мной что-то случается, моя реакция, как верующего человека, а за что? А почему ты это допустил? А что ты мне это хочешь сказать этим самым? Ты меня наказываешь, за какой грех? Что мне нужно сделать? В каких грехах мне нужно покаяться? Как мне примириться с тобой? Что ты мне вообще хотел сказать этой войной? Вот реакция
нормального верующего человека. Иосиф пишет, человек приобретает опыт, если рядом с ним родители, которые умеют поэтапно, постепенно, на каждом отдельном примере воспитывать и не обязательно познать зло для того, чтобы стать мудрым. Согласен, за исключением последней фразы. Вы не можете в этом мире не познать зло. Как бы вы себя не убили. Разве что, если вы младенец, и Бог вас забирает в этом младенческом возрасте, вы умираете, Бог забирает. Тогда, да, вы не познали зло. Да и то вопрос еще есть. Но те, кто живут в этом мире, они не могут не познать зло. Так написано, все согрешили, все лишены славы Божией. Бог проводит через всех. Бог сотворил этот мир для того, чтобы человека научить быть, сделать совершенным. А для этого ему нужно познать зло. Но я вас не призываю идти грешить. Нет, ни в коем случае. Я вас призываю побеждать искушения и соблазны. А то, что вы будете падать и проигрывать, это, так сказать, и так понятно. И так понятно. Вот, например, я к Богу пришел поздно, в 29 лет мне было. Ну, я не имел воспитания, я родился в Советском Союзе, у меня родители были коммунистами, и меня никто не учил Библии. Вот в израильских школах, вот в Израиле, где я сейчас живу, с 1 класса учат Библию. В обычных школах, не говоря уже о религиозных школах, ешивах, там только Библию учат и толкование к ней. А в обычных школах, наряду с обычными предметами, обязательно дети учат Библию. Я этого был лишен. И поэтому к Богу мой путь был трудный. Только в 30-29 лет Бог ко мне достучался. И каким образом Он ко мне достучался? А таким образом, что я познал зло. Я вообще довел меня до состояния, которое я называю личностное банкротство. У меня началась черная полоса. Я не видел смысла в жизни. Я разругался с девушкой, моя любимая меня предала. Родители мои развелись. На работе у меня неприятности были. Чуть ли не до увольнения. Друзья меня оставили. Я остался один. Мне незачем было жить. Я потерял смысл. Идеология моя, в которую я верил в школе, коммунистическая идеология, она рухнула. Это иллюзия была для меня. Я уже не верил в коммунистическую идеологию. И что? И что мне? Ради чего жить? Бога я не знал. Смысла я не видел. И Бог меня довел до этого состояния личностного банкротства, чтобы я из глубины этой тьмы и зла воззвал к Нему за спасение. А если бы Бог не допустил этого падения, этого зла, этих грехов, моих грехов, потому что я грешил много, и с женщинами грешил, и с алкоголем грешил, с наркотиками, правда, меня Бог миловал, и обманывал, все было. Много грехов я сделал. И меня затопили воды зла. И там уже, оттуда я воззвал Господу. Оттуда Господь явился мне. Там. И вытащил меня из этой грязи, в которой я жил. Духовной грязи и физической тоже. Вот, и Иосиф тоже пишет, подтверждает мои слова. Я очень много познал зла, и только после предательства я стал мудрее. Правильно? Для чего? Что такое древо познания добра и зла? Это человек, это дух человека, это принцип сравнения. Человек должен сравнить. Если человеку не с чем сравнить, он не познает. Даже если он живет в предмете, в любви. Он живет в любви, он другого не знает.
И он не ценит любовь. Любовь познается только через предательство, только через ненависть. Ценность любви. Так же, как здоровье познается только через болезни, через его потерю. Что имеем, не храним, потерявший плачем. Вот формула, поговорка. Чтобы что-то познать, чтобы познать ценность радости, нужно познать ценность горя. Чтобы познать богатство, нужно познать нищету. Вот это ценностное древо познания добра и зла. Одно оттеняет другое. Вот вам добро, вот вам зло. И познавая зло, мы познаем и добро. Через от противного, через противоположное. И теперь, познав добро и зло, человеку нужно сделать выбор. Бог или дьявол? Мудрость или глупость? И выбирая Бога, заключая с Богом свой завет, посредством веры в Иисуса Христа, Искупителя и Спасителя нашего, Бог начинает строить человека духовно, вести его к совершенству, научает его преодолевать искушения и соблазны и побеждать зло добром. Сам ты не можешь этого сделать. Это только Бог тебе может вразуметь, дать силы, дать мудрости, преодолеть конкретное зло. Значит, зло Бог допустил для того, чтобы человек научился побеждать его с Божьей помощью. То есть, чтобы приблизиться к Богу. Как тревога, так до Бога. Как зло, так нужно идти. Вот та же война на Украине. И многие христиане, многие, они стали хулить Россию, а многие обратились к Богу. Стали искать Бога и стали делать добрые дела, помогать ближним своим. Они сделали выбор служить Богу. Одни сделали выбор сказать, что это не от Бога, начинать злиться, проклинать Россию, проклинать фактически руку Бога, который это допустил. Проклинать помазанника Божьего, этого Кира, этого Навуходоносора, этого Путина, которого Бог послал для того, чтобы судить. А они проклинают Бога. Не будет им успеха. Потому что Бог стоит за этим. Бог совершит то, что угодно ему. Бог накажет всякое зло. Вот для чего нужны суды. Накажет всякое зло. Бог допускает зло для того, чтобы зло истребило зло. Выявило это зло в вас и истребило. Иногда вместе с вами, с нами. Такое-то. Ну, человек, я верю в то, что время жизни человека не ограничивается только его земной жизнью, физической. Но это отдельная тема. Мы не будем углубляться в эту тему сейчас. На самом деле нет никакой любви, желания и потребности, которые тоже проходят. Это взгляд душевного человека, Иосиф. При всем уважении к вам я вам скажу. На самом деле любовь – это не чувство. Любовь может проявляться через чувства, как любовь может проявляться через поступки. Но на самом деле любовь – это личность, любовь – это дух. Дух Божий – это любовь. И она выше чувств, и она выше обстоятельств. Вы полюбили девушку, завтра вы ее познали, вы разочаровались в ней. И вы заявляете, что любви нет. Но если бы вы нашли Бога и пребывали бы в Его любви, то вы бы посмотрели на предательство этой девушки или на какие-то другие вещи, что вас отвернули от нее. Иначе вы бы сохранили свою верность Богу тем, что вы пребываете в любви, и посмотрели на нее глазами милосердия, допустим, прощения,
глазами мудрости. Понимаете? Бог есть любовь. И вот мы обращаемся к Богу для чего? Для того, чтобы получить эту мудрость, взгляд Божий на ситуацию, получить от Него откровение, ревайвал, да, как говорят англичане, американцы. Эврика, да, как говорят греки, да, получить от Него водительство Божье. Мой принцип жизни — зло. Знай, лют опасен. Правильный принцип. Правильный принцип, но это только одна сторона. Нельзя доверять полностью людям, нужно доверять, даже себе нельзя полностью доверять. Как говорит один мой знакомый, я и себе, говорит, не доверяю, хотел пукнуть, а обкакался. Доверять надо Богу, только Богу. Для этого нужна вера. И есть такая формула: доверяй, но проверяй. Проверять. Духов проверять надо. Бог ли этот дух тебе, который сейчас говорит? Людей надо проверять. Нельзя людям слепо доверять. Проклят всякий, кто опирается на человека, на мнение человека. Так говорит Библия. Добро и зло дано нам для того, чтобы мы мудрели. Да, для того, чтобы мы мудрели. Итак, друзья, вот это то, о чем я хотел вам сказать. Шалом, жаль, я на работе, пишет Лидия. Я читаю комментарии в Фейсбуке, одновременно в Фейсбуке, в Одноклассниках. Шалом, Лидия, шалом. Так, ну, друзья, значит, по традиции мы почитаем сейчас Библию. И как раз наша тема сегодняшняя, Бог, Творец добра и зла, очень хорошо отражается в сегодняшнем отрывке. А читать мы сегодня будем, друзья, из Нового Завета, из Евангелия от Луки, 6 глава. Мы закончили в прошлый раз мы читали на 19 стихе, когда Иисус проповедует людям. Эта проповедь называется Нагорная, но некоторые комментаторы говорят, что это Нагорную проповедь он произнес на горе, а эту проповедь он произнес на равнине. Но как так может быть, да? Но я склоняюсь к мысли, как и многие комментаторы пишут о том, что Иисус просто ключевые моменты проповедовал не один раз, а много раз. В данном случае он тоже брал из Нагорной проповеди. И поэтому мы будем говорить, что это Нагорная проповедь. Мы сейчас поговорим о Нагорной проповеди, почитаем ее и поразмышляем. В русле того, о чем я вам сказал, что Бог Творец и добра, и зла. Итак, Евангелие от Луки, 6 глава, 20 стих, с 20 стиха. Отец дорогой, во имя Иисуса мы просим у Тебя духа премудрости и откровений, потому что, как написано в Библии, никакое пророчество нельзя своими силами понять. Ты открой нам ум к разумению Писания, открой нам глаза духовные. Даруй нам, Господи, Твои откровения, Твое познание. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Отец, во славу Твою. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне,
ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда вас возненавидят люди, и когда получат вас, и будут поносить, пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы, так поступали с пророками отцы. То есть били, гнали. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете, возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступили со лжепророками отцы. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Молитесь. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубаху. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. А если любите любящих вас, то какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. И если делаете добро тем, которые делают вам добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники также делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники взаймы дают грешникам, чтобы обратно получить столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите им, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Аллилуйя. Ну, друзья, давайте прокомментируем, потому что можно до конца пропеть, конечно, но я чувствую, что надо остановиться подробнее, прокомментировать эти стихи. Нагорная проповедь, я воспринимаю ее как тот же самый закон Моисея, но только с той лишь разницей, что закон Моисея был дан евреям. То есть в среду верующих, а Нагорная проповедь дана всем, евреям и неевреям. И она объясняет наш мир в полноте, скажем так. И как раз мы здесь видим в этой Нагорной проповеди столкновение добра и зла. Мы видим, что Иисус, как Иисус учит относиться ко злу, как Он учит побеждать зло добром. Блаженны алчущие, блаженны нищущие духом, первая заповедь блаженства, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны — это значит счастливы, но это больше, чем счастливы. В этом есть
элемент. Блаженны, почему? Сталкиваясь со злом, зло подталкивает человека к Богу, к тому, кто способен его спасти. Вот почему говорят, что на войне нет неверующих. Потому что люди ходят каждый день под смертью и уповают на Бога. Вот Бог, допуская зло, допуская страдания, потому что война – это зло для человека, да? С человеческой точки зрения это зло. Но допуская это зло, Бог подталкивает человека к Богу, чтобы спастись от этого зла. Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Да? Но сначала покориться, потому что если вы не покоритесь Богу, если вы не прибежите возле к Богу, а своими силами начнете мстить, ничего из этого хорошего не будет. Ничего. Потому что Бог специально вас призвал это зло, допустил это зло к вам. Болезнь очищает зло. Да, я вам скажу, страдающий плотью перестает грешить. Так написано в Библии. Но желательно все-таки именно важно в этой болезни обратиться к Богу. Потому что если не обратиться к Богу, то человек может ожесточиться. И тогда он наденет на нос черные очки, и весь мир будет воспринимать как зло. Важно обратиться к Богу, примириться с Богом, обратиться к Нему за спасением. Итак, блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Вы обратили внимание, что многим людям не до Бога? Они живут своими нуждами, в своей суете, своими проблемами, да? Они как белка по замкнутому кругу, вот так бегают. И у них нет духовной нищеты. Наоборот, они богаты. Они часто бывают богаты физически, но если они даже не физически не богаты, они богаты духовно. Что это означает? Это означает, что их дух чувствует себя насыщенным теми делами, которые они имеют. Они чувствуют себя богатыми, чувствуют, хотя на самом деле они бедные. Тут игра как бы слов, важно понять, что имеется в виду под нищетой духовной. Под нищетой духовной имеется в виду, что человек чувствует себя опустошенным. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. В страданиях человек нуждается в помощи Божьей, в Царстве Божьем. Человек, который в суете, который в своих проблемах, он не нуждается в Царстве Божьем. Он не готов к тому, чтобы жить этим Царством. Бог его еще не сокрушил. Он живет своими интересами, своей полнотой. Он думает, что с ним все хорошо. Он думает, вот как тут в притче богатый человек набрал себе пшеницы, амбары, понастроил, окружил себя материальным благополучием, а Бог к нему ночью говорит: безумно, чего ты радуешься? Да в эту же ночь у тебя это все отнимется. Жизнь отнимется у тебя в эту же ночь. Так и многие люди, они живут своими проблемами, своими интересами, своими достижениями. Они не приобрели духовной нищеты, они не надеются на Бога. Не надеются на Бога. А человек, который надеется на Бога, он уже не надеется на себя, на свои богатства, на свои успехи, на то, что у него есть. И на самом деле Бог допускает зло для того, чтобы лишить человека его надежды на самих себя, на самого себя, на людей, на свои опоры. Бог выбивает опору из-под ног человека, и тогда человек становится нищим духом. Он понимает, что его опоры, его идеология рухнула, она не способна ему помочь
Бог язвою забирает от человека его усладу, его надежды. Напала Россия на Украину, а Украина надеется сейчас на свою армию, на силы Запада. Запад нам поможет. Еще со времен 12 стульев эта фраза стала крылатой. Запад нам не поможет вам Запад. Не поможет, дорогие украинцы, вам Запад. Наоборот, Запад станет для вас. Проклят всякий, кто полагается на человека, ибо будет для него эта надежда на человека, как трость, которая прокалывает ладонь. Так пишет Соломон. Вы увидите, как эта трость проткнет вам ладонь. Если вы надеетесь на Запад, на его армию, на его помощь. Бог сокрушает идолов. Бог сокрушает идолов, друзья. Для этого допускает зло. Бог творит зло. Чтобы в конечном итоге принести человеку благо, дать ему эту веру в Бога, надежду на Бога, вместо надежды на армии, на силы свои человеческие, на какие-то другие вещи. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Я бы сказал иначе, блаженны уповающие на Бога. Вот так это можно переиначить, другими словами, вот эту первую заповедь. 21 стих, вторая заповедь блаженства. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Вот такие. Алчущие, то есть жаждущие. Пить. У меня есть такое стихотворение. Песня такая. Я прочитаю, не буду петь. Любил я жечь свечу напрасно, смотрел все, как она горит. Свеча сгорела и погасла, тогда я начал говорить. Слова, как иглы как свечи пламенели, иглой прокалывая грудь. И ощущая жжение в теле, я начал свой небесный путь. Я там обыгрывал припеве. Путь, пить, путь, пить. То есть духовно жаждущий человек, он просит у Бога пить. Дай мне Слово Твое пить. Есть. Дай мне Дух Твой пить. Я нуждаюсь в Тебе. Вот это алчущие. Блаженны алчущие, чего-то желающие, ибо насытитесь. Блаженны плачущие дальше, ныне, ибо вы смеетесь. Вы испытали зло, вы плачете. Вы ищете спасение у Бога, а кто ищет, тот найдет. А кто ищет, тот найдет. Это обетование Божие. Многие ищут на одно место, на пятую точку приключений. Они найдут, если ищут достаточно серьезно. Что ты ищешь, то ты и найдешь. Ты ищешь зло, ты найдешь зло. Ты ищешь Бога, ты найдешь Бога и спасение от зла. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди. И когда отлучат вас, будут поносить и пронесут ваше имя, как бесчестное за Сына Человеческого. Так, минуточку. Иисус сказал в другом месте так, что меня гнали, и вас будут гнать. Почему вас будут гнать? Потому что вы следуете за Ним, Его дорогой. А Его за что гнали? За правду, за истину. Говорите правду, и вас будут гнать. Я на себе это убеждал, много раз убеждался. Вот сейчас, например, до этого вот я вам говорил, что в церковь меня погнали за то, что я из Библии начал обличать пастора, церковь. Меня гнали. Началась война на Украине. Я почувствовал, перекрыли все каналы фактически. Facebook меня 3 или 4 раза банил. Я почувствовал невозможность, как все, я не могу говорить то, что я думаю. Я почувствовал, как это
как плита на тебя наваливается, ты ничего не можешь сказать. Это есть вид гонений. В духе тебе перекрывают каналы. Это тоже гонение. Тебе закрывают рот. Делают так, чтобы никто тебя не слышал, никто тебя не видел. Пастор в церкви, когда началась эта война на Украине, а я был тут в израильской церкви, пастор мне запретил говорить, я ему говорю, дайте мне слово, у меня Бог, а я не служение, я не простой человек, простой прихожанин, и даже не простой с улицы пришел, и даже не простой прихожанин, я нес служение, прославление в церкви. Я получил слово от Бога, пастор знал, и я ему сказал об этом. Какое слово? Он мне запретил говорить в церкви. Закрыл мне рот. Из-за чего потом я ушел. Это тоже вид гонений. Есть же гонения физические, да? А есть, когда тебя просто терпят, но закрывают тебе возможность действовать, говорить. Не желают тебя слушать. Вот я сейчас во Христе, в группе во Христе, вот, где я веду эфир сейчас, многие люди со мной отказались общаться. Многие считают меня противником Украины, хотя какой я противник Украины? Потому что якобы поддерживаю агрессию России. Нет, я не поддерживаю агрессию России. Я не противник Украины. Я просто говорю вам с духовной точки зрения, что это такое. Как вам к этому правильно относиться, чтобы вы примирились с Богом, чтобы вы покаялись, чтобы эта война быстрее исчезла, закончилась. Нет, вы не хотите, вы упрямо стоите на своем. Украина победит, Украина отвоюет, Россия это сатана. И со мной многие отказались общаться, они со мной принципиально не общаются. А есть и такие, которые меня хулят и говорят гадости обо мне. Здравствуйте, Сергей. Ну как же так? Это же церковь, пишет Надежда. Ну вот церковь. А что, разве не церковь касается слова Христа? Входите узкими вратами, ибо многие входят широкими вратами. Идут широким путем. Не в Царство Божие, конечно. Разве Илья, пророк Илья, который посрамил пророка Вала, не говорил: Господи, я один остался, один верный тебе. А Бог ему говорит: ты не переживай, еще осталось 10 тысяч верных, ты просто о них не знаешь. Сейчас Америка идет уже, что будет. Америке будет очень плохо. По закону, вот дальше мы будем говорить о вами. 31 стих. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, сразу прокомментирую, так и вы поступаете с ними. Это переначенные слова Христа, да, о том, что в другом месте он говорил то же самое другими словами, что вам воздаст то, что вы делаете. А что делает Америка? Вы посмотрите, Америка сбросила атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Не было в том никакой военной необходимости. Америка доказала просто свою гегемонию. Сколько войн открыла Америка? Все эти цветные революции по всему миру. Это же Америка. Тот же ИГИЛ самый. Это же Америка создала ИГИЛ. Террористическую исламскую организацию. Америка убирает и наказывает те страны, которые не хотят ей подчиняться. Вы что думаете, что это долго так будет? Вы что думаете, что не накажет Бог? Закон сеяния и жатвы, кармический закон. Америка пожнет то, что она сеяла. Закон воздаяния, духовный закон, он действует, и с ней будет очень страшно.
Мало того, что вы почти не читаете, не умеете вести дискуссию, вы переходите с религии на политику, в чем заинтересованы на самом деле. В чем дело? Иосиф, драгоценный, вы меня простите, я еще не достиг совершенства. Естественно, я допускаю ошибки и, возможно, неправильно веду дискуссию с вашей точки зрения. Но что касается религии и политики, я не делю мир на религию и политику. Я понимаю, что есть религия, есть наука, есть политика. Мир разделен для удобства классификации. Для удобства классификации есть лечение больных, есть классификация врачей. Врач ухо, горло, нос, врач-терапевт, врач-окулист, врач-психиатр и так далее. Но человек-то един, жизнь-то едина. Поэтому я не разделяю здоровье на это. Все едино. Болит у меня глаз, с ним болит все тело. Это духовный принцип. Все духовно. Мир вначале духовен. Все сотворенное на земле имеет аналог и первопричину в духе. За всем стоят духи, духовные силы. За каждым человеком, за каждым явлением, за каждой политической силой стоят духовные силы. Идеология нацизма – это идеология дьявола, но Бог допустил дьявола, Бог допустил зло. Для чего? Для того, чтобы человек научился побеждать это зло. Во-первых, понял, что это зло. На горьком опыте украинцев сейчас в этой войне, я вам говорю, не надо быть пророком, чтобы сделать такие выводы. После этой войны никто из украинцев не будет говорить о национализме. Они говорили: Украине слава, вот сейчас Бог покажет, кому на самом деле принадлежит слава. И что будет с Украиной, которая себе славу приписывала. Как один царь в Новом Завете израильский начал воздавать славу себе, и Бог его поразил. Потому что слава на самом деле принадлежит Богу. И он своей славы никому не отдаст. Украинцы пожнут. Вместо славы пожнут бесчестие. Я это не говорю со злорадством. Я это говорю с болью, но я это говорю, потому что это истина. Украинцы должны знать эту истину. Хватит им страдать. Сколько им можно страдать? Уже масса жертв. Зачем вы страдаете? Придите к Богу, покайтесь в своих грехах. Примиритесь с Ним. И Бог уберет эту войну. Америка много нагрешила. И она получит. Мы будем видеть воздаяние Божьей Америки. Многие пророки говорят о том, что румынский пророк, в частности, недавно Димитру Дудуян, по-моему, фамилия. Боюсь, вот не помню. Пророчествовал, что будет ядерный удар на Америку, Россию и Китая. Дэвид Вилкерсон, проповедник американский, который написал «Крест и кинжал» книгу. Пророк тоже об этом пророчествовал. Многие пророчествовали, пророки, что о наказании Америки. Так, Сергей пишет, как они могут наезжать, если у них президент с воздухом здоровается. А президент там марионетка. Он неполноценный человек. Он ничего от себя не говорит. Он читает по бумажке то, что ему напишут, и то читает неверно, а пытается что-то свое сказать, так он глупость говорит. Это фигура представительская. Демократия вся такая. Управляют те, кто не виден, за кулисами. А те, кто нами управляют, цари наши, священники, президенты, это же
как бы выборные должности, да, это их как происходит демократия, да? Людям говорят, за кого нужно голосовать. Есть 3, 4 или 5, сколько выборных должностей. Но люди не видят, что эти выборные должности, основные кандидаты, они уже куплены. Потому что им надо было делать свою предвыборную агитацию, свою кампанию проводить. А для этого нужны деньги. И поэтому они обращаются к капиталистам, к олигархам. Олигархи дают им деньги. То есть они заранее покупают все. Потом люди из этих купленных выбирают себе человека, думают, что это вот они выбрали, что он будет выполнять их волю. А вот нет, фигушки. Он будет выполнять волю тех, кто платит. Кто платит, тот и танцует девушку. Вот таким образом работает демократия. В принципе, поэтому за Байденом стоят олигархи. Американские олигархи военно-промышленного комплекса, там, другие какие-то олигархи, которые себя не афишируют. Так, удачи. И вам удачи, Иосиф. Читаем дальше. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их. То есть, когда вас гнали, если вас гонят в церквях, радуйтесь. Да? Какая проповедь, да? Вместо того, чтобы говорить, если вас гонят, то плачьте, что само собой понятно. Нет, вы радуетесь. Если вас гонят за Сына Человеческого, за Христа, за Бога. 24 стих. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Да, если вы получили здесь свою награду, богатые, либо богатые деньгами, либо богатые, так сказать, духовно, им воздают славу, им воздают честь, или они чувствуют себя вот насыщенными, да, у меня есть деньги, да. Горе вам, ибо вы уже получили свое утешение. Бог вас зовет дальше, но вы остановились. Вы не живете Богом, вы не надеетесь на Бога, вы не хотите достигать совершенства с Ним. Вы успокоились, вы посчитали, а я такой крутой перец, все. Душа моя скопила богатство, ешь, пей, веселись, радуйся. Горе вам. Вы знаете, друзья, даже в жизни обычного человека необходимо потрясение. Почему? Потому что человек замыливается глаз. Вот рутина день за днем замыливается, и человек уже как белка в колесе, да? Его нужно вытащить из этой рутины. Что делает Бог? Как вот меня вытаскивает. Недавно, буквально на днях, меня вытащил из моей рутины. Хотя я каждый день молюсь. Для чего я молюсь? Для того, чтобы не впасть в эту рутину, для того, чтобы обновить свой дух. Знаете, вот как пыль покрывает предметы, потом мы их протираем тряпочкой, так пыль покрывает наши чувства, наш ум. Его надо держать в тонусе. Для чего мы молимся? Это состояние называется бодрствовать. Но даже это состояние порой не удается нам сохранить. Мы впадаем вот в какой-то такой вот в суету, и Бог вынужден нас наказывать, допускать болезни. Для того, чтобы нас привести до тямы. Так что же говорить о богатых, которые вообще духовно не бодрствуют, в большинстве своем, которые живут ради денег? То, конечно же, горе им будет. Отберется у них это богатство, отберется ихнее утешение. Ну, эту мысль я уже раньше подробнее освещал. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите, ибо будут у вас тяжелые времена. Горе вам, смеющийся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Человек так устроен, что ему нужно
простите за такое выражение, шило в задницу. Иначе без этого шила он засыпает духовно. Ему нужно встретиться со злом, чтобы зло его как-то так это отрезвило, взбодрило, заставило искать Бога. У группы Наутилус Помпилиус есть такая песня «Князь тишины». Вот она об этом. За мной идет князь, за мной идет некто, и стоит мне остановиться, то горе мне. Я не помню там дословно, но смысл такой. Этот князь меня со мной сделает то, что хочет. Горе, если человек не бодрствует, не живет в вере, Бог вынужден тогда его допускать зло и наказывать его. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас. Вот для чего вот это нужно, любить врагов? И кто на это способен? Вот для того нужно, чтобы правильно относиться ко злу. Если Бог допустил это зло вам через людей, то каково должно быть ваше отношение к тем, кто принес вам это зло? Если Бог рукой этого человека наносит вам удар, распинает вас на кресте, как Иисуса, и смотрите, что говорит Иисус: прости их, Отче, ибо они не ведают, что творят. Что значит не ведают? Они не понимают, что сейчас через них действует зло. Сатан, дьявол, он в них вселился. Он руководит их руками, они убивают меня. Но Ты, Господи, прости их, потому что они этого не понимают. А я верю в Тебя, потому что даже это, я как бы продолжаю мысль Иисуса, даже моя смерть принесет благо, потому что Ты, Господи, все делаешь во благо людям. Даже убивая меня, Ты делаешь благо людям, потому что тем самым я становлюсь жертвой искупления их грехов. Всякий верующий в меня примириться с Тобой, Ты простишь ему грехи именно благодаря моей жертве, тому, что я есть жертва искупления, говорит Иисус. Евреям нужно было приносить жертву за грехи свои. Каждый раз, согрешая, они несли животных, которых убивали священники. Этой кровью помазывались жертвенник. Потому что без пролития крови нет прощения. Плата за грех – это смерть. А чтобы не умереть, нужно принести плату. Индульгенции делали католики, за деньги продавали отпущение грехов. Мудрецы какие, а? Иисус сказал: не надо вам это за деньги. Я это сделал даром для вас. Я ваша плата за грех. Вы только веруйте в меня. Вы примиритесь со мной. Пустите меня в свое сердце. И я буду вашей платой за грех. Я буду вашей праведностью. Вот так говорит Иисус. И учит так относиться к тем, кто делает вам зло. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставе другую, отнимающую у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, а взявшему твою не требуй назад. У китайцев есть поговорка такая, да?
что нужно сесть на берегу, напали на тебя враги, нужно сесть на берегу, своими словами передаю, и ждать, пока труп твоего врага не проплывет мимо. И вот благодаря этой политике Китай уже существует тысячи лет, огромная история. Вот это мудрость. Они побеждают своих врагов, китайцы, но не с силой оружия. Они их как бы поглощают своей культурой, своим терпением. Они их обкитаивают, окитаивают. Это мудрость какая, да? Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую. Ну, в данном случае, друзья, этот стих, он не значит, я думаю, что не значит буквальное подставление щеки. Это образное выражение. Ну, как Иисус говорит, глаз тебя соблазняет, вырви глаз, рука тебя соблазняет, ведущая, хотящая там, сделать грех, отруби руку. Это же он духовно говорит, это не значит буквально вырвать глаз. Нет, духовно он говорит, что даже вот сделай все, воспрепятствуй греху. И здесь он то же самое, под щеке подстави другую. Вот из неправильного понимания этих стихов возникло так называемое толстовство. Не протився злу. В Библии написано так: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А толстовство говорит так: вообще не протився злому. Это другая край, это неправильно, друзья. Это неправильное понимание этого места. Почему неправильно? Потому что Иисус не противоречит закону Моисея. Он исполняет закон Моисея. А закон Моисея говорит: око за око, глаз за глаз. То есть мера не буквально тебе выбили око, ты должен выбить око у другого. Нет. Компенсация. Дать компенсацию. И казалось бы, на первый взгляд, что Иисус противоречит этому. Нет, Иисус не противоречит этому закону. Потому что Библию надо читать в контексте. О чем же говорит Иисус? Ударившему тебя по щеке подстави другую. Иисус говорит о том, что не воздавать злом за зло. Не мстить, а утишить в себе гнев, утишить в себе агрессию. А если надо ответить, ответь, ну как еще поговорка есть, да? Месть — это блюдо, которое надо подавать холодным, да? Ну, Библия рекомендует, это мирская поговорка, Библия рекомендует не мстить за себя. Но к тому, что справедливость требует, если тебе Бог дает эту мудрость, спокойствие, не мстя, совершить справедливое деяние, судиться с человеком. Может быть и такое. Вот Давид, благословляя Соломона, готовясь отойти уже в мир иной, дал ему несколько заданий. Расплетаться с этим, с этим, с этим. Но в мудрости, то есть в любви, не в агрессии. Поэтому в этих стихах Иисус говорит: любите врагов своих.
Не мстите им. Потому что если ты начинаешь мстить, это уже не любовь. Если можете их воспитать, преподать им урок в любви и в мудрости Божьей, сделайте это. Если у вас есть мудрость от Бога и сила, если вы не висите на кресте, вы что-то можете сделать, пожалуйста, закон на вашей стороне. С вами поступили несправедливо. Но в мудрости. Вот есть пример такой. С одним человеком спорил. Он говорит, не убей, нельзя убивать. А я говорю, ну закон повелевает убивать тех, кто его нарушает. Вот, например, ситуация, террорист входит в автобус, который хочет взорвать, а в автобусе дети, женщины, старики. А у тебя пистолет. Что ты сделаешь? В чем добро? В том, что ты не убьешь этого террориста, или в том, что ты убьешь этого террориста? В чем добро? Разумеется, добро в том, что ты убьешь террориста и спасешь тем самым жизни других людей. И себе, и террористу сделаешь благо, потому что он с меньшим грузом грехов пойдет к Богу на тот свет. Понимаете? То есть здесь Иисус говорит прежде всего об отношении, твоем отношении к жизни. Нагорная проповедь – это проповедь отношения, духовного отношения. Да? Если закон Моисея – это скорее проповедь действия, да? Дело. Выбери глаз, око за око, да? Попроси компенсацию, зуб за зуб, то Иисус говорит о духовных вещах, а значит о твоем правильном отношении. Иисус в Нагорной проповеди о твоем правильном отношении. Но это не противоречит закону, конечно же. Друзья, мы уже довольно долго в эфире, и я предлагаю на этом закончить, потому что трудно. 2 часа, уже 17 минут мы в эфире. Добрый день, Ирина Анатольевна. Сейчас мы будем уже закругляться. Еще раз вас поздравляю с Шавуотом, с праздником Шавуот, который мы нынче отмечаем в Израиле. И с Днем Святого Духа, который мы отмечаем в христианском мире. Отец, помоги нам завершить этот эфир на правильной ноте. Сделай то, что ты хочешь сделать. Милостью Твоею я живу, силою Твоей я побеждаю. Друзья, да благословит вас Господь, да пребудет с вами, да сидит вас светлым лицом своим и дарует вам мир, и дарует вам радость, и обновление, и утешение, и исцеление, и прощение. Аллилуйя, Осанна, Аллилуйя, Осанна, Аллилуйя, Осанна,
Осанна, Глория, аминь. Спасибо за эфир, Господь. Спасибо и вам, друзья, за то, что вы были со мной. Аллилуйя. И до новых встреч. Тебя я прославляю, о Господь, Бог единый на небе и на земле. Аллилуйя. Тебя я величаю, о Господь, Бог единый на небе и на земле. Ты один достоин славу всю принять. Наш Бог, Господь, всемогущий. Народам всем Ты даровал спасение, и земля прославляет имя Твое. Аллилуйя. На этом, друзья, я с вами прощаюсь, до новых встреч. Аллилуйя. Будьте счастливы.